Чувашской Республике утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла несовершеннолетняя. Прокуратура Мариинско-Посадского района Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ. Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия, вечером 7 июля 2020 года обвиняемый, управляя автомобилем марки Hyundai Solaris в состоянии алкогольного опьянения, на участке автомобильной дороги Мариинский Посад-Аксарино выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на идущую навстречу 15-летнюю девушку. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Предварительное следствие по делу проведено СУ СКР по Чувашии. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Мариинско-Посадский суд для рассмотрения по существу. Жительница города Новочебоксарска признана виновной в покушении на дачу взятку сотруднику полиции. Мировым судьей судебного участка номер 4 города Новочебоксарска вынесен приговор в отношении 48-летней жительницы города Спутника. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 УК РФ, покушение на мелкое взятничество в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Судом установлено, подсудимая в мае текущего года в связи с сообщением о семейно-бытовом конфликте была доставлена в участковый пункт полиции ОМВД РФ по городу Новочебоксарску. В ходе разбирательства было установлено, что за ней числится неоплаченный штраф за совершение административного правонарушения, в связи с чем участковым уполномоченным полиции принято решение о доставлении ее в ОМВД РФ по городу Новочебоксарску и составлении административного материала за неуплату штрафа. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью избежать привлечения к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа, злоумышленница передала участковому денежные средства в размере 10 тысяч рублей в качестве взятки. Однако свои действия не довела до конца, так как сотрудник полиции отказался принять взятку и пресек совершенное преступление. Приговором суда она признана виновной в совершении преступления и ей назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием заработка в доход государства в размере 5%. Приговор в законную силу не вступил. Прокуратурой Яльчикского района приняты меры по недопущению повторного прекращения водоснабжения в селе Шамалаково. Прокуратура Яльчикского района на основании коллективного обращения граждан по вопросу длительного приостановления холодного водоснабжения села Шамалаково проведена проверка администрации сельского поселения, в ходе которой выявлено нарушение действующего законодательства. С 2014 года водоснабжение жителей села Шамалаково Яльчикского района осуществляется посредством водонапорной сети, принадлежащей на праве собственности коммерческой организации сельскохозяйственного комплекса. Между тем, каких-либо мер администрации сельского поселения к определению данной организации в качестве гарантирующей не принято. Соответственно, надлежащий контроль за качеством поставляемой населению воды и непрерывностью ее поставки не организован. Изложенные обстоятельства, с учетом ветхого состояния водонапорной сети, привели к аварии на водопроводе, что повлекло прекращение водоснабжения населения в летний период на значительный срок. Кроме того, администрация сельского поселения мер по оповещению населения о периоде ремонта водонапорной сети, организации подвоза питьевой воды жителям села Шамалаково принято не было, чем нарушено права граждан в области жилищно-коммунального законодательства. По данным фактам, прокуратурой района в адрес главы администрации Лашты-Ябинского сельского поселения Яльчикского района внесено представление об устранении имеющихся нарушений и недопущении их впредь. Данные предоставлены пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики. Читал Павел Демин.